Здравствуйте, друзья и зрители канала. С вами Лара Володина. Девочки-волонтеры забрали Батлера с улицы. И вы знаете, парень, видимо, так устал от такой жизни, что он пошел за ними на поводке. Пошел и даже не сопротивлялся. Куда ведут, неизвестно. Но уставший, поникший, побитый жизнью и предательством, он поплелся за волонтерами. Посадили его пока очень временно на цепь. Конечно, ему нет радости на цепи. Его надо перевозить срочно. Надо пассажира дождаться и отправлять в Москву. Ищем снова пассажира. Надеюсь, что в ближайшее время он будет. Так что ждем его в Москве. К сожалению, передержки бывают разные. Хороших и надежных мало, особенно в Якутске. Вот и у нас была проблема. У нас было две проблемы. Мы столкнулись с черной передержкой. Откликнулась одна женщина. Но мы ей поверили, доверились. А какие еще варианты? Да никаких. Она оказалась черной передержкой. Она бросила их и куда-то ударилась в бега. Собаки 3 дня жили без пищи и воды. Мы столкнулись с большими трудностями по вызволению собак из этого дома, который был закрыт, и вход в который чужим людям был недоступен. Я благодарю Игоря за помощь. Он просто спас собак. Он участвовал в спасении. Так, вот похоже Кузьма. Вот 2 щенка вижу, 3-го не вижу, может там. Но он как он туда попал? Стой, мой хороший, стой. Стой, сейчас я веревку надо. Или поводок, вот я нашел у нее. Стой, мой хороший. Ой, мой хороший, перелом. Ой. А, вот 3-й. Их надо сейчас отловить. Там еще спаниель. Во, они тут стоит, надо воды налить. Ой, бедный. Кузьма, стой, мой хороший. И еще была проблема за прошедшую неделю. Помимо черной передержки объявились типа а-ля хозяева одного из хвостиков. И вот когда ты спасаешь животное спустя большое количество времени, спасаешь раненых, побитых, прикладываешь столько усилий, чтобы вылечить, передержать, вывести, и вдруг этот пес становится нужным этим нерадивым хозяевам. Но с какой бы стати? Но где же вы были раньше? Почему вы не оказывали должного внимания и заботы этому хвосту? А как кто-то спас, так сразу он вам понадобился. Для чего? Чтобы посадить на цепь и охранять ваш дом? Бессовестные. А вы можете нам помочь спустить сверху? Конечно, я вам все помогу, вы не переживайте. Хорошо, не будем. Уж кому-кому, а собакам я всегда помогу. Так, подставляйте вот так вот. Подставляйте. Вот хулиган этот. Спасибо. По ширине вы не пройдете там. Нет, По длине шестерка только. пройдет, а вот Пройдет, семерка да? не. Да, Дарк наш приехал, Дарк. Кузьмуша приехал, наш сладкий мальчик. И Лангуша. И Лангушка приехал. Все, молодцы, с приездом вас. С приездом, мои хорошие. Итак, прилетели.
наши малыши, долгожданные, трудновывозимые. Да, малыш? Как ты перелетел? Как? Хвостиком машем? Машем. Радуемся. Пока не знаем чему, но радуемся. Радуемся, мой хороший. Да? Кузька? Кузьма? Кузьма, как долго ты ждал? А ты? Любимка? Да? Любимка. Как долго я на тебя смотрела? Все лето, да? Все лето, мой хороший. Улыбака ты мой. Что с лапой? Давай будем проверять лапу. Вот такие красивые у нас прилетели золотые дети. Наконец-то. Так тяжело дается. Каждый самолет, каждые 3 души. Ну что ж, едем в клинику, едем к хирургам, делаем рентгены. Всех 3. Сегодня прилетели поломыши. Да, ногу волочит. Трэш. Команды какие-то. Команда? Так, дальше. Сзади машина. Да, такой красивый лангуша. Ну, лангуш, ну не надо. Ну, что ты заматываешься? Давай, иди сюда. Травку хочет быстрее пожевать. Ну, потом травку поешь. Давай быстрее. Все якутские дерева вот это вот описывают. Нет, туда ты зачем? Ну, здесь ближайшую травку давай. Такой добротный, высокий. Ну, а писать кто будет? Давай писать. Какой же ты красопет, а? Вот это красопет. Это наш лангушка приехал и уже все, кверху брюхом. Говорит, гладьте меня. Все. Он самый добрый в мире мальчик. Вот он какой большой, да? Ты такой большой, добрый и хвостом виляешь. Ой, Дима хороший. Ой, Дима хороший. Ой, зубья какие молодые у тебя. Что у тебя с ножкой? Расскажи-ка мне. Будем делать рентген? Друзья, я хочу напомнить вам, что спасение – это не просто забрать с улицы или привезти в другой город. До момента пристройства они содержатся не бесплатно. Как вы видите, никто не берет на передержку просто так, хоть обкричись. Я же много об этом говорю, кричу, прошу, умоляю. И как в пустоту. Поэтому и существуют передержки, но, увы, платные. Если их не оплачивать, то спасение напрасно, и можно снова оказаться на улице. Но мы не можем весь год заботиться об одних и тех же бедолагах. А те, кого спасли месяцем раньше, или 2 месяца раньше, также надо оплачивать. Для этого я и прошу откликнуться постоянных финкураторов на постоянной основе. Вот в данный момент спасены, вроде бы как, да? И прилетели, это Степа из Томска и Ланг. Но их надо оплачивать не только 1-й месяц, а каждый последующий до их пристройства. Я очень прошу, откликнитесь, пожалуйста, финкураторы на постоянной ежемесячной основе. Нам очень нужна помощь. А потом, дальше, в следующих месяцах будут другие спасенные. И мы будем вам рассказывать о других. А эти уйдут как в прошлое. Но так не должно быть. Они есть, и мы за них несем ответственность.